Видим? Не знаю, если вы готовы, мне кажется, можно Давайте начнем. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим вебинар для участников очного этапа республиканского конкурса «Лучший директор школы». Прежде всего, позвольте поздравить вас с выходом из заочного этапа в очный этап. Вы победили в заочном этапе, набрали большее количество баллов, и именно вы проходите в очный этап. Добрый день. Позвольте напомнить основные наши цели и задачи конкурса. Конкурс «Лучший директор школы» призван содействовать повышению эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций за счет роста их профессиональных компетенций, трансляции передового и инновационного менеджмента общеобразовательных организаций. И, соответственно, задачами конкурса является выявление успешных практик и публичное признание личного вклада руководителей общеобразовательных организаций в развитии системы образования Республики Коми, изучение и распространение опыта лучших руководителей по эффективному управлению общеобразовательными организациями Республики Коми, повышение социального статуса руководителя общеобразовательной организации и формирование его позитивного имиджа, а также формирование на образовательном портале «Открытое образование Республики Коми» реестра лучших руководителей общеобразовательных организаций. Итак, кто же вышел у нас в очный этап? Я надеюсь, что все вы сегодня, уважаемые коллеги, присутствуете. Валентина Евгеньевна Громова, директор средней образовательной школы номер 30 города Сыктывкара. Жанна Игоревна Ризельян, директор лицея номер 1 города Инты. Николай Васильевич Гуськов, директор средней общеобразовательной школы номер 5 города Усинска. Ирина Андреевна Кузнецова, директор Кирчомской средней общеобразовательной школы Усть-Куломского района, и Ирина Анатольевна Слободенюк, директор Юдвинской средней общеобразовательной школы Ударского района. Мы рады приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре, и всем вам, конечно же, желаем победы на очном этапе конкурса «Лучший директор школы». Что же нам нужно будет с вами сделать для того, чтобы победить в этом конкурсе? Очный этап конкурса состоится 30 сентября 2019 года. Уважаемые коллеги, пометьте, пожалуйста, эту дату в своих календарях. 30 сентября уже в рамках форума образования государства и общества, который начнет работу именно 30 сентября, мы проводим очный этап конкурса. Во второй половине дня он состоится. Очный этап конкурса включает в себя два испытания. Это очное испытание «Защита проекта программы развития образовательной организации» и очное испытание «Разговор с министром». И далее я расскажу о том, что будет оцениваться в каждом из этих очных испытаний и как вам лучше подготовиться к этим испытаниям. Свои вопросы вы можете фиксировать в чате, и мы, конечно, постараемся ответить на все ваши вопросы. Итак, очное испытание «Защита проекта программы развития образовательной организации». Цель этого испытания – раскрыть ваше умение обозначить управленческую концепцию, которая лежит в основе программы развития образовательной организации, и продемонстрировать стратегии образовательной организации и прогнозировать результаты. Формат конкурсного испытания – это презентация проекта. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание. Проект программы должен быть представлен в виде документа программы развития образовательной организации, и вы выступаете с презентацией этого проекта. То есть готовите презентацию, либо в формате PowerPoint в программе PowerPoint, либо в какой-то другой программе. То есть ваш проект, он должен быть визуализирован. Что будет оценивать жюри в этом конкурсном испытании? Первый критерий – это качество представления, то есть качество защиты. Здесь прежде всего жюри будет обращать внимание на то, насколько полно представлены подходы к решению проблем, насколько краткие, четкие и ясные формулировки, и насколько наглядно будет представлена защита вашего проекта. То есть это вот те требования, которые идут непосредственно к презентации проекта. Также жюри будет оценивать качество ваших ответов на вопросы. Насколько глубоко вы понимаете сущность вопроса, насколько адекватны ваши ответы тем вопросам, которые будут задавать вам члены жюри,
Будет оцениваться также полнота, содержательность, лаконичность ответов, их аргументированность и убедительность. Ну, как правило, каждый член жюри хотя бы один вопрос обычно задает. Поэтому, пожалуйста, будьте готовы на вопросы отвечать. Ну, конечно, все вопросы будут именно по содержанию вашего проекта. Ничего такого сверхъестественного жюри спрашивать у вас не будет, поэтому ориентироваться в содержании вашей программы развития, конечно же, необходимо. Следующим критерием оценивания является реалистичность проектного продукта. То есть в вашей программе, в презентации вашей программы должны быть представлены основные условия реализации проектного продукта в системе образования. Вот это самое главное, на что стоит обратить внимание при подготовке вашего выступления. То есть отразить финансово-экономические условия реализации вашего проекта, психолого-педагогические условия, материально-технические и информационно-методические условия. То есть все они должны быть у вас в самой программе прописаны, да, поскольку жюри будет ваш документ листать непосредственно во время вашего выступления, и в вашем выступлении обязательно эти условия должны быть отражены. Ну и, конечно, важным критерием являются личностные качества участников. Это уверенность, владение собой непосредственно в момент презентации своего проекта, настойчивость в отстаивании своей точки зрения, ну, конечно, в разумных пределах. Это ваша находчивость и возможность импровизировать, это эмоциональная окрашенность речи, ну и, конечно, жюри будет обращать внимание на культуру речи и поведение в целом. Итак, вот эти критерии лежат в основе оценки вашего испытания, которое касается защиты проекта программы развития образовательной организации. Уважаемые коллеги, если вопросы у вас возникают, пожалуйста, в чате пишите. Второе очное испытание – это разговор с министром. Цель этого испытания заключается в оценке экспертной деятельности конкурсанта в вопросы государственной политики в сфере образования. И формат конкурсного испытания, который предложен в положении, это круглый стол с финалистами конкурса и диалог. Это испытание будет оцениваться по следующим критериям. Прежде всего, это осведомленность, компетентность в вопросах государственной образовательной политики и современных тенденций развития системы общего образования в России. То есть жюри будет смотреть и слушать, да, насколько конкурсант оперирует достоверной информацией по обсуждаемой проблеме, насколько уместно он выражает эмоционально-ценностное отношение к обсуждаемой проблеме, как он проявляет гражданскую позицию при обсуждении проблемных вопросов, как он оценивает результаты педагогических исследований в контексте образовательной практики регионального и федерального уровней. Следующим критерием, который будет оценивать жюри, является ваше умение соотносить актуальные проблемы образования с реальными условиями функционирования общеобразовательных организаций. То есть вы должны продемонстрировать умение учитывать запросы к системе образования всех участников образовательных отношений, и самих обучающихся, и родителей, и, конечно, своего педагогического коллектива, социальных партнеров. Также жюри будет оценивать, насколько вы видите реалистичные пути решения обсуждаемых проблем с учетом конкретной образовательной ситуации, как вы учитываете возможные риски реализации предлагаемых решений и как вы можете обозначить перспективы своего профессионального развития в контексте предлагаемых решений. Следующим критерием оценивания является ваше умение вести конструктивный диалог. Жюри будет оценивать, как вы демонстрируете понимание обсуждаемой проблемы, насколько четко придерживаетесь ее, насколько глубоко вы демонстрируете личную заинтересованность в обсуждаемых проблемах, как вы демонстрируете умение выделять главное при формулировании собственной позиции и насколько четко и ясно вы излагаете свои суждения. И еще один критерий, который будет оценивать жюри, это ваши личностные качества. То есть, как и в первом испытании, это ваша уверенность, владение собой, настойчивость в отстаивании своей точки зрения, находчивость, импровизационность, эмоциональная окрашенность речи, культура речи и поведение в целом. Именно эти критерии будут заложены в оценочных листах, в экспертных листах, предложенных членам жюри. Поэтому стоит обратить внимание при подготовке к очному этапу, к участию в
конкурсных испытаниях очного этапа именно на эти критерии, на соответствие этим критериям. Выраженность каждого критерия будет оцениваться жюри в количественном выражении от 0 до 3 баллов, и, соответственно, максимальное количество баллов по каждому испытанию – это 12. По 2 испытаниям максимальное количество получается 24 балла. На что стоит обратить особое внимание при подготовке к очному этапу конкурса? Конечно же, очень важно изучить самые последние документы, которые касаются нашей системы образования. Прежде всего, это национальный проект образования, федеральные и республиканские проекты, которые входят в его состав. 10 федеральных проектов входят в состав национального проекта образования и соответствуют им 9 республиканских проектов. Пожалуйста, ориентируйтесь хотя бы в наименованиях этих проектов и углубитесь в их содержание. Практически все проекты, они касаются непосредственно каждой образовательной организации. Также очень важное внимание обратите, пожалуйста, на профессиональные стандарты. Те, которые уже сейчас утверждены и действуют. И особое внимание мы просим вас обратить на проект профессионального стандарта руководителя общеобразовательной организации. Буквально неделю-две назад поступили к нам проекты профессиональных стандартов. Вот этого стандарта руководитель общеобразовательной организации, стандарта учитель, стандарта воспитатель дошкольной образовательной организации. Стандарты размещены на нашем сайте, а также на портале «Открытое образование». Чуть позже я покажу. И они размещены для открытого обсуждения. Поэтому, уважаемые коллеги, если вы примете участие в обсуждении этих стандартов, это будет замечательно. Да? То есть не только ознакомитесь с их содержанием, но и выскажите свое мнение, свою позицию. Это поможет вам также в подготовке к конкурсному испытанию, разговор с министром. Также особое внимание необходимо обратить на федеральные государственные образовательные стандарты и на проекты новых редакций федеральных государственных образовательных стандартов. Они размещены на сайте preobra.ru. Проходило их обсуждение в апреле месяце, общественное, всероссийское. Наверняка многие из вас знакомились с этими проектами и, возможно, даже принимали участие в обсуждении. Освежите, пожалуйста, в памяти. Если еще не знакомились, загляните и сформируйте свое экспертное мнение. Конечно, очень важно быть в курсе мероприятий национальной системы учительского роста. Об этом наверняка тоже возникнет разговор с министром на эту тему. Да? То есть как ваш коллектив педагогический будет повышать свое мастерство в свете национальной системы учительского роста. Ну и, конечно, особое внимание уделить профессиональной активности своего коллектива. Да? Как ваши педагоги участвуют в конкурсном движении, как вы сами включаетесь, как ваша образовательная организация включается. И ваше участие на всех уровнях образования. На уровне формального образования это участие в курсах повышения квалификации, в программах переподготовки, которые проходят не только в нашем институте, но и в других организациях дополнительного профессионального образования. Неформальное образование предполагает ваше участие в различных семинарах, вебинарах, участие в работе республиканских методических объединений, и информальное образование – это участие в различных просветительских проектах. Возможно, вы сами также инициируете различные просветительские проекты в своих образовательных организациях. Об этом вы тоже можете заявить в своих выступлениях в каждом из испытаний. Итак, уважаемые коллеги, мы, конечно же, желаем вам успехов. Каждый из вас достоин стать лучшим директором школы. Ну, как говорится, побеждает сильнейший. И особое внимание мы предлагаем вам обратить вот именно на обсуждение проектов профессиональных стандартов. Вот непосредственно на нашем сайте новость висит, она закреплена. Самая первая. Здесь выложены пояснительные записки к стандартам.
и непосредственно тексты самих профессиональных стандартов. Профстандарт руководителя – это вот тот документ, на который вам необходимо обратить свое особое внимание, да, поскольку здесь обозначены все те трудовые функции, которые должен выполнять современный руководитель общеобразовательной организации. Обобщенная трудовая функция руководства образовательной деятельностью общеобразовательной организации. Обозначены требования к образованию, к опыту практической работы. Трудовая функция руководства разработкой и реализацией образовательных программ и конкретные трудовые действия, которые ее составляют, трудовые умения, необходимые знания. Обратите внимание вот на тот круг знаний, которые необходимо иметь современному руководителю общеобразовательной организации. Вторая трудовая функция – это обеспечение условий реализации образовательных программ. Это вот то, о чем мы с вами говорили, да, что в ваших программах должно быть отражено в первом конкурсном испытании. Также обозначены трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания. Третья трудовая функция – это организация мониторинга и контроля качества общеобразовательной деятельности. Четвертая трудовая функция – координация и контроль взаимодействия участников образовательных отношений. Вторая обобщенная трудовая функция – это администрирование и обеспечение деятельности общеобразовательной организации. И сюда включаются следующие трудовые функции. Это администрирование общеобразовательной организации, управление управление ресурсами общеобразовательной организации, обеспечение развития общеобразовательной организации. Следующая трудовая функция, третья, это представление общеобразовательной организации в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями. Разработчиком стандарта является Институт управления образованием Российской академии образования, и соразработчики обозначены, также можете вы с ними ознакомиться. То есть это проект профессионального стандарта «Руководитель общеобразовательной организации». Если вы уже будете оперировать понятиями, связанными с этим профессиональным стандартом, это будет замечательно. Также здесь размещены проекты профстандарта педагога начального общего, основного общего и среднего общего образования. Действующий сегодня профессиональный стандарт педагога, мы с вами знаем, да, он для всех уровней образования предназначен, и для дошкольного, и для общего. И назрела необходимость выделить отдельно, да, деятельность педагога общего образования и деятельность педагога дошкольного образования. Также вы можете с этим стандартом ознакомиться и свое мнение по его поводу высказать. И также размещен профстандарт педагога дошкольного образования. Также вы можете с ним ознакомиться. Возможно, в ваших образовательных организациях есть дошкольные группы, и этот профстандарт вам тоже необходимо будет изучить. Так, вот это самые свежие документы, с которыми мы рекомендуем вам ознакомиться. И здесь есть ссылочка «Обсуждение проектов профессиональных стандартов». Вы можете зайти и заполнить небольшую анкету. Фамилию, имя, отчество указывать не обязательно. Выбираете муниципалитет, указываете, образовательную организацию вписываете, указываете свою должность и свои отзывы и рекомендации по проектам профстандартов. Не обязательно все выбирать, да, достаточно хотя бы один отзыв оставить. Аналогичное обсуждение ведется также на портале «Открытое образование Республики Коми». Хорошо, если вы сможете организовать свой педагогический коллектив на изучение этих профстандартов, этих проектов профстандартов и на
высказывание своего экспертного мнения. Вот, новость. Приглашаем к обсуждению проектов профессиональных стандартов, и аналогичное объявление здесь висит. То есть у нас с вами есть возможность внести свой вклад в содержание профессиональных стандартов. Все ответы мы обобщим, и от нашей республики, от нашего региона мы направим их разработчикам проектов профессиональных стандартов. Поэтому, пожалуйста, не упустите такую возможность. Так, уважаемые коллеги, вопросы, если появились в чате, вы можете их написать. Если в процессе подготовки у вас будут возникать какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к нам. Мы вам посоветуем, на что еще необходимо обратить внимание, где найти те или иные документы. Проекты федеральных государственных образовательных стандартов, обновленных версий, лежат у нас на сайте ПРИОБРА. Сейчас мы из презентации по ссылочке выйдем. Вот он сайт, наверняка тоже платформа вам знакома. Если еще не знакома, обязательно с ней поработайте. И здесь в разделе «Завершенные проекты» лежит федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и основного общего образования. То есть, как говорят разработчики, это не новый стандарт, это новая редакция стандарта. И когда вы заходите, вам предлагается рассмотреть общие положения, требования к структуре программы, требования к условиям реализации программы, требования к личностным результатам, они очень конкретизированы и уточнены, требования к метапредметным результатам. И по каждому предмету очень подробно описаны требования к предметным результатам по всем годам обучения. Поэтому, коллеги, если вы еще не знакомились с содержанием этого проекта, то, пожалуйста, ознакомьтесь. В ближайшее время, как говорили разработчики, до конца 2019 года эти стандарты, проекты стандартов, доработанные с учетом рекомендаций профессионального сообщества, они будут утверждены. Ну, как мы с вами знаем, сроки всегда могут измениться, но необходимо быть готовым ко всему. Уважаемые коллеги, если вопросы есть, пожалуйста, пишите в чате. На сайте профессиональных конкурсов, там, где вы загружали конкурсные материалы, можете еще раз обратиться к положению о конкурсе, посмотреть состав жюри конкурса, чтобы для вас не было неожиданностей. Так, в разделе «Документы», «Приказ и положение о конкурсе». Посмотрим, кто входит в состав жюри. Галина Владимировна Китайгородская, Марина Анатольевна Габова. Любовь Ивановна Шкурлей, к сожалению, у нас уже не работает в нашем институте, поэтому на одного члена жюри будет меньше. Александра Васильевна Штин, директор Государственного общеобразовательного учреждения Коми Республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете, руководитель Ассоциации общеобразовательных учреждений педагогов Республики Коми, а также руководитель Республиканского методического объединения, руководитель общеобразовательных организаций. Ирина Валерьевна Зимина, наш давний партнер, председатель Координационного совета Коми-регионального экспертного управленческого сообщества. Ольга Валентиновна Уваровская, доцент кафедры общей специальной педагогики и психологии университета имени Петерима Сорокина. Валентина Васильевна Кулимова, директор женской гимназии. Михаил Юрьевич Иванов, председатель Коми Республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. И также в числе жюри Марина Борисовна Герт, директор СОШ номер 40 города Воркуты. Она является победителем, лучшим директором школы 2018 года. У нее уже есть опыт прохождения этого конкурса, и, в принципе, можно
с ней, наверное, тоже связаться, да, чтобы посоветоваться, как психологически лучше к этому конкурсу подготовиться. И также, коллеги, обращаем внимание, что на портале «Открытое образование Республики Коми», о котором мы уже сегодня упоминали, создан реестр сейчас найдем в разделе «Профессиональные конкурсы». Создан реестр лучших директоров Республики Коми. В разделе «Система образования» вы можете увидеть ссылочки на работы участников прошлого года по заочному этапу. Вначале вот у нас 4 финалиста, те, кто участвовали в прошлом году в очном этапе. Это Марина Борисовна Герт, Светлана Владимировна Корягина из средней общеобразовательной школы номер 10 города Инты, Ирина Николаевна Касаткина, директор школы номер 2 поселка Жешерт, и Владимир Васильевич Лютоев, директор Косланской школы. Победитель и призеры. Уважаемые коллеги, у всех у вас уже есть шанс попасть в этот реестр лучших руководителей общеобразовательных организаций Республики Коми за 2019 год, поскольку вы уже являетесь участниками и победителями заочного этапа конкурса. Ну и, конечно, желаем каждому из вас победы в очном этапе конкурса. Спасибо за участие. Все вопросы вы можете нам направлять, звонить, писать. Мы вам ответим, поможем. Всем удачи!